Современные финансовые услуги должны быть доступными и простыми. В республике запустят проект «Цифровое село». Высказать свое мнение, задать вопросы и внести предложения. В столице региона проходит единый информационный день, посвященный году добрососедства. Якутск принимает участников первого международного молодежного форума малых народностей. Какие вопросы стали ключевыми? Это новости в прямом эфире, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже. Сообщается, что первый доклад на эту тему должен быть предоставлен до 15 января 2020 года, а далее один раз в полгода. Президент также распорядился к 1 июля внести законопроект об ипотечных каникулах. Современные финансовые услуги должны быть доступными и простыми. Об этом говорил глава Якутии Айсен Николаев в Москве во время подписания соглашения о взаимодействии между Центральным банком России и Республикой Саха-Якутия. В современном мире пользоваться финансовыми услугами становится только проще. Люди активно вкладывают деньги в акции, используют накопительные счета. И одна из самых важных задач сегодня – научить население грамотно распоряжаться средствами, чтобы это было безопасно. Также глава республики отметил еще одну острую проблему для якутян – это недоступность банковских услуг. Он отметил, что в северном регионе еще много мест, где нет отделений даже самых популярных банков. И у людей нет возможности обналичить деньги с карточек, а значит, они не могут элементарно расплачиваться в магазинах. Айсен Николаев озвучил идею, которая может во многом решить эту проблему. Проект называется «Цифровое село». Мы хотим сделать пилотные несколько населенных пунктов, таких отдаленных, например, да, в которых полностью уберем наличный оборот, все переведем на безналичный внутри поселка. То есть у нас благодаря Ростелекому вот буквально за 2 года 1800 километров автоволокна по республике протянуто. Мы сейчас финансируем, мы им помогаем, и автоволокно у нас сегодня уже 80 с лишним процентов населения уже автоволокно дошло, где население живет. В ближайшие годы мы еще вложимся и хотим довести там уже свыше 90% доступность автоволокна для населения. И мы уже в некоторых населенных пунктах сейчас можем обеспечить реально вот механизм полностью безналичного оборота. Единый информационный день, посвященный году добрососедства, проходит в столице региона. Представители муниципальной власти проводят встречи с коллективами предприятий и организаций, отвечают на интересующие вопросы, дают консультации и советы. Впервые муниципальная практика проведения единого информационного дня началась в год народной инициативы. С тех пор такое мероприятие проводят каждый месяц. Во всех округах и пригородах у населения есть возможность регулярно принимать участие в единых информационных днях, высказывать в открытом диалоге свое мнение, задавать вопросы, вносить предложения и пожелания. У многих жителей есть вопросы по, как сказать, именно те нюансы, которые они не знают, да? И единый информационный день, он как бы позволяет им больше узнать орган местного самоуправления и структуру, ну, чтобы куда обратиться, куда подойти, как мы можем помочь. Ставка платы за размещение твердых коммунальных отходов с 2019 по 2023 год сохранится на уровне 2018 года. Ставка составляет 95 рублей за 1 тонну отходов. Соответствующее постановление правительства вступило в силу сегодня. По словам премьер-министра страны Дмитрия Медведева, сохранение ставки позволит снизить тарифы для людей. Также важно, чтобы жители региона оплачивали вывоз мусора, исходя из фактического объема, который накоплен в контейнерах. В Мирнинском районе с начала эпидемиологического мониторинга наблюдается повышение заболеваемости ОРВИ в дошкольных общеобразовательных учреждениях. Подробнее в сюжете Марфирины Алексеевой. На сегодняшний день заболеваемость в дошкольных учреждениях Мирнинского района возросла и составляет около 15%. В связи с этим негодование родителей возрастает. Многие негодуют, говорят, что ребенок выйдет с больничного снова и снова начинает болеть. А связано это с тем, что воспитатели не проверяют детей и допускают заболевших в группу. У нас такое было, что как бы пошел
активный, я там наигрался, и все, у него тут же горло что-то. Медперсонал так-то обязаны каждое утро проверять детей на заболевания, ну, как бы, мое мнение. Я не знаю, есть это сейчас в садиках, нету, но они обязаны осматривать каждую группу, смотреть. Дело в том, что каждый день врач не находится в садах. У нас много садов, врачей мало. Поэтому вот утренний фильтр мы тоже принимаем участие, но реже, чем хотелось бы, конечно. Сотрудники детского сада, в свою очередь, рассказывают о том, что многие родители приводят детей в сад и тщательно скрывают нездоровое состояние ребенка. И мы в беседе с ребенком выясняем, что утром ему давался какой-то дома препарат, и, естественно, ребенок уже пришел в детский сад с недомоганием. Да, трения у нас бывают, но мы стараемся объяснить всем родителям, что мы отстраняем деток. Иногда наши родители, ну что там лукавить, конечно, они у нас безответственные, потому что, зная о том, что ребенок чувствует себя уже плохо, они все равно приводят ребенка, и потом мы очень долго не можем до них дозвониться. Замкнутый круг. Чтобы избежать данную проблему, врачи советуют вовремя прививать детей. В этом году наблюдается существенное понижение заболеваемости за последние 5 лет. Возможно, это связано с ранней вакцинацией. Мы помним 2016 год, когда мы были вынуждены закрыть детские сады, и тогда была эпидемия, грипп. 17-18 год у нас мы были в 19%, 21% был. С января месяца в автономную организацию «Алмазик» входят все сады Мирнинского района. Это 213 групп, из них 32 под карантином. В прошлом году в организацию входило 186 групп, 50 из них было в режиме карантина. Марфилина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Выездная плановая проверка Россельхознадзора прошла в Ленске. Сотрудники ведомства проверили городскую ветеринарную клинику на лицензирование фармдеятельности. Проверка проведена планово с согласованием прокуратуры республики. 2 дня представители республиканского Россельхознадзора досконально изучали документацию на все лекарственные препараты для ветеринарного применения, условия их хранения, а также сроки годности. Делаем ознакомительные, все входные документы, поступление продукции и какие остатки выводим, ну, и сопроводительные сроки реализации. Ну, по первым этим нарушениям пока мы не выявили, ознакомливаемся дальше с документацией. В эти дни Якутск принимает участников первого международного молодежного форума малых народностей. О программе масштабного мероприятия расскажет Сусанна Рожина. Школьники из Якутии, став победителями интеллектуального конкурса, удостоились чести провести первый международный форум молодежи у себя на родине. Поэтому в Якутск приехали делегации из других регионов, и чтобы поближе познакомиться с самобытной культурой народов Якутии. Форум является весьма масштабным мероприятием, которое объединяет искренних, неравнодушных судьбе своей малой родины людей. В вашем форуме принимают участие делегаты из разных регионов. Столь представительный состав говорит о большом значении, которое придается развитию многонациональной культуры нашей огромной страны. В целом, как отметили эксперты форума, якутские школьники всегда показывают хорошие интеллектуальные способности и результаты на различных соревнованиях и конференциях. Делегация Якутии, которая участвует в нашей программе «Интеллектуальное творчество ЦАЛ России», показывает всегда очень высокие результаты. Это, видно, связано с тем, что вы идете в ногу со временем, и вы осваиваете навыки успешных людей. Основной площадкой форума выбрана средняя школа номер 12 города Якутска. Именно в этой школе уже давно ведется работа со школьниками по туризму. Ученики с 5 по 10 класс каждое лето ездят по разным районам Якутии, чтобы лучше знать свою родную республику. Наша школа представляет одно из направлений работы с детьми. Это наши ежегодные летние туристические маршруты. Начиная с 5 класса по 10 класс наши дети выезжают в разные улусы республики для того, чтобы познакомиться с географией, с растительным миром, животным миром, историей, укладом жизни. Участники форума объединяет молодежь уже сегодня выехали в Тамтор Аймяконского района. По пути они заедут в Нижнебестязскую, Чурапчинскую и Хантекские школы, где проведут встречи с молодежью, круглые столы, выставки, конкурсы и представят научно-практические проекты. Закрытие форума пройдет 3 марта в Тамторе.
Целый пакет законопроектов внесен в Госдуму об увеличении штрафов за размещение вредной для детей информации в интернете и на бумаге. Речь идет о тех, кто не соблюдает правила возрастной маркировки, размещения и публикации информации, предназначенной для несовершеннолетних. Итак, за нарушение таких правил штраф для граждан предлагается увеличить с 3 до 4 тысяч рублей с конфискацией. Для должностных лиц с 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей также с 10 тысяч до 20 тысяч с конфискацией. Также возможна приостановка деятельности на срок до 90 суток. Юрлица за нарушение будут штрафовать на 100 тысяч рублей с конфискацией, а также приостановкой деятельности до 90 суток. Аномально жаркая погода установилась в конце февраля в бельгийской столице. Температура поднялась до плюс 20 градусов Цельсия, установив абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений в Брюсселе. В чем причина раннего лета, расскажет Артем Сторонов. Зеленая трава и загорающие на ней люди – зрелище весьма нетипичное для конца февраля в Брюсселе. Во вторник в бельгийской столице установилась аномальная жара. Столбики термометров поднялись до отметки 20,2 градуса Цельсия. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Жители города не упустили возможности насладиться теплой погодой. Люди высыпали в парки и на улице, чтобы почитать книгу, посидеть на солнце с друзьями, да и просто позагорать. Среди них домработница Ирине Ассимакополу. Конечно, я переживаю, потому что, мне кажется, сейчас неестественно жарко для февраля. Но все наслаждаются погодой, это правда. При этом в Греции, откуда я родом, сейчас идет снег. Все встало с ног на голову, и меня это беспокоит. По прогнозам метеорологов, жаркая погода в Брюсселе сохранится и в среду, а затем температура пойдет на спад и начнутся дожди. Поэтому местные жители торопятся взять все от этой аномалии и успеть поймать последние лучи солнца. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах jak24.ru и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.